И давайте переходим к второй теме. Это «Жюмле һәм сүз». Предложение и слово. Бишенче күнегү. Мәкаль һәм әйтемнәрне укы. Китап белем шишмәсе. Уку энә белән кое казу. Эш беткәч уйнарга ярый. Өченче җөмләне күчереп яз. Анда ничә сүз? Перепиши третье предложение и скажи, сколько там слов. Третье предложение это у нас эш беткәч уйнарга ярый. И сколько там слов? Раз, два, три, четыре слова. Җөмләнең беренче сүзе нинди хәрефтән башлап язылган? С какой буквы начинается первое слово данного предложения? Первое слово этого предложения это «иш», и оно начинается на букву «э». По-русски это произносится как а по-татарски «эш». Кагыйдә. Җөмләнең беренче сүзе баш хәрефтән башлап языла. Мы детям объясняем то, что первое слово предложения всегда начинается с заглавной буквы. Что такое заглавная буква? Это большая буква. Алтынчы күнегү. Ике баганада бирелгән сүзләрне чагыштыр. Кайсы баганада уй-фикер тәмамланган, ә кайсында тәмамланмаган? Ул җөмлә буламы? Давайте сейчас сравним слова из двух столбиков. Сначала прочитаем первый столбик. Укучылар мәктәптән кайта. Ученики возвращаются из школы. Возникла картинка перед глазами. То, что у нас есть законченная мысль. То есть есть о чем подумать. Есть. Ученики идут домой из школы. Следующее. Уже с правого столбика смотрим. Укучы мәктәп кайту. Ученик, школа, возвращение. И что? У нас есть законченная мысль? Нет, здесь мысль не закончена. Здесь непонятно, а что ученик, а что школа и что возвращение. О чем здесь речь идет, мы не понимаем. Дальше читаем. Кибетте олма белән әфлисун саталар. В магазине продают яблоки и апельсины. То есть олма белән әфлисун хоть и написано в единственном числе, но имеется в виду, что яблоки и апельсины. В голове возникла картина. В магазине лежат красные, зеленые, вкусные яблоки и еще оранжевые, сочные апельсины. Читаем слова с правого столбика. Кибет, олма, белен, эфлисун, соту. Магазин, яблоко, с, апельсин, продажа. И что у нас возникло? У нас в нашем воображении никакой картины не возникло. У нас возникает отдельно магазин, яблоко, вообще не возникает, апельсин и продажа. У нас нет никакой законченной мысли. И давайте ответим на вопрос. В каком столбике у нас мысль закончена? Мы с вами уже поняли то, что мысль закончена у нас в левом столбике. Потому что у нас возник какой-то образ, какое-то представление. Ул җөмлә буламы? Это можно считать предложением? Да, мы можем считать это предложением. И данные слова оформлены таким образом, что первое слово предложения начинается с заглавной буквы, и предложение заканчивается на точке. Җиденче күнегү. Укы һәм әйт. Бу җөмлә нәрсәләрдән төзелгән? Яңгырлы көз җитте. Прочитай и скажи. Это предложение состоит из чего? Ну, мы можем сказать, что предложение состоит из слов. Так ведь? Да. Яңгырлы – это дождливая, осень наступила. Җөмләгә сораулар куй һәм җавап бир. Задай вопросы к предложению и ответь на них. Нәрсә җитте? Давайте ответим на этот вопрос. Что наступило? Что наступило? Көз җитте. Осень наступила. Нинди көз җитте?
Яңгырлы көз җитте. Какая осень наступила? Дождливая осень наступила. Яңгырлы көз нишләде? Яңгырлы көз җитте. Что сделала дождливая осень? Она наступила. Көз айларының исемнәрен дәфтәреңә яз. Напиши в свою тетрадь название осенних месяцев. Это сентябрь, октябрь и ноябрь. Данное задание помогает нам понять, что практически на каждое слово в предложении можно поставить вопросы и ответить на них даже одним словом. Можем сказать «Нәрсә җитте?» Көз. Нинди көз җитте? Яңгырлы. Яңгырлы көз нишләде? Җитте. 8-нче күнегү. Ука. Кич, салкынча җил исә. Вечер. Дует прохладный ветер. Биредә ничә җөмлә? Здесь сколько предложений? Давайте посчитаем. 1, 2 җөмлә. Алар тәмамланган уйны белдерәме? Они означают законченную мысль. Давайте подумаем. Вечер. Вы можете представить себе вечер? Да. Салкынча җил исә. Дует прохладный ветер. Вот этим вечером мы, значит, представляем, как дует прохладный ветер. Да, мысль закончена. У нас возникает какое-то представление о том, что здесь написано. 9-нчы күнегү. Текстны ука. Ул ничә җөмләдән тора? Һәр җөмләдә ничә сүз бар? Давайте сначала прочитаем текст. Кыш. Декабрь, январь, февраль, кыш айлары. Бездә кыш салкын була. Кайбер елны кар да күп ява. Мин кыш көне чана, чаңгы шуарга яратам. Он состоит из скольких предложений? Давайте посчитаем, сколько здесь предложений. 1, 2, 3, 4, 5. Текст 5 җөмләдән тора. Һәр җөмләдә ничә сүз бар? Сколько слов в каждом предложении? Давайте сейчас будем отвечать так. В первом предложении, например, одно слово, во втором столько-то слов и так далее на татарском языке. Беренче җөмләдә бер сүз бар. Икенче җөмләдә 5 сүз бар. Өченче җөмләдә 4 сүз бар. Дүртенче җөмләдә 6 сүз бар. Бишенче җөмләдә 7 сүз бар. Кагыйдә. Җөмлә бер яки берничә сүздән төзелә. Ул тәмамланган уйны белдерә. Предложение состоит из одного или нескольких слов. Оно означает законченную мысль. 10-нчы күнегү. Рәсем һәм сораулар буенча хикәя төзә. Составь рассказ, используя вопросы и рисунок. Рисунок мы посмотрели. Давайте посмотрим вопросы. Сез физкультура дәресләрендә ниләр эшлисез? Что вы делаете на уроке физкультуры? Отвечаем мы так. Вместо вопросительных слов используем слова, которые отвечают на этот же самый вопрос. Значит, без физкультуры дәресләрендә чаңгы шуабыз, тимер аякта шуабыз, чана шуабыз, хоккей уйныйбыз һәм кар бабай ясыйбыз. Кыш көне нинди уеннар уйныйсыз? Какие игры вы играете зимой? Кыш көне хоккей уйныйбыз, кар атышлы уйныйбыз һәм башкалар. Бу рәсемдә укучылар ясалган. Аларның физкультура дәресе бара. Кырыйда физкультура укытучысы басып тора. Балалар кайсысы чаңгы шуа, кайсысы чана шуа, кайсысы тимер аякта шуа, кайберләре хоккей уйный. Балаларга кыш көне бик күңелле. Кыш көне урамда йөрү бик файдалы, чөнки кышын һава бик саф була. 11-нче күнегү. Ука.
Аз сөйлеу, көп тыңлау. Мало говорить, много слушать. Қалған іш, қар яуа. Оставшаяся работа, снег идет. Мектеп, білім, йорт. Школа, знание, дом. Бұл сөздер жүмле була оламы. Ни үшін? Данные слова могут быть предложением. Почему? Данные слова не могут быть предложением, так как в них нет смысла. А предложение имеет законченный смысл. Берілген сөздерден жүмлелер түзіп яз. Из заданных слов составь предложение и напиши их. Давайте составлять. Аз сөйле, көп тыңла. Мало говори, много слушай. Дальше второе предложение. Қалған ішке қар яуа. На оставшуюся работу идет снег. В русском языке есть аналогичная пословица «Не оставляй работу на завтра, если можешь сделать сегодня». Мектеп, білім йорты. Школа, дом знаний. Қайсы сөздер өзгерді? Какие слова изменились? В слове сөйлеу мы убрали букву «у». В слове тыңлау убрали букву «у». В слове «эш» добавили окончание «ке», «эшке». И в слове «йорт» добавили окончание «ы», «йорты». Окончание принадлежности. И прочитаем правила. Жүмледегі сөздер мәғнелері бойынша бір-бірсіне бейленген булалар. Слова в предложении бывают соединены друг с другом по смыслу. Что это значит? Когда мы с вами читали слова, они были просто словами, которые перечислены через запятую. А для того, чтобы из них составить предложение, во-первых, нужно убрать лишние запятые, и во-вторых, нужно, чтобы слова друг с другом связывались по смыслу. А для того, чтобы связать слова, используются различные окончания в татарском языке. Еще раз напомню, что в отличие от русского языка, в татарском языке нет предлогов и приставок. Есть только окончания и послелоги. И для того, чтобы понять, как слова связаны друг с другом, давайте мы возьмем второе предложение и разберем его. Слово «эш» мы к нему прибавили окончание. Почему? С каким словом оно связано? Слово «эш» связано со словом «яуа». Как проверить эту связь? С помощью вопроса. Ставим вопрос. Яуа идет на что? На работу. Или куда? На работу. Получается, в русском языке идет предлог «на», а в татарском языке падежное окончание «ке». Если не знаете, падежи, посмотрите, есть отдельное видео на эту тему. Разберем оставшиеся слова. Слово «қалған» связано с каким словом? Со словом «эш». Как мы узнали? С помощью вопроса. Ставим вопрос от слова «эш». «Эш нинди» – «қалған». То есть какая работа? Оставшаяся работа. «Қалған эш» получается. А слово «қар» связано со словом «яуа». Ставим вопрос «қар нишли». Снег что делает? Идет. И таким образом мы убедились в том, что в предложении все слова бывают друг с другом связаны. Уникенче күнігу. Рәсімләрне игътибар белән кара. Нәрсәләр күрәсең? Бу сүзләр белән җөмләләр уйлап әйт. Посмотри на рисунки внимательно. Что ты видишь? Составь с этими словами предложение и скажи. Сумка, ütük, кулшатыр. В современном татарском используют зонт. Давайте составлять предложение.
Минем кызыл сумкам бар. У меня есть красная сумка. Второе предложение. Пеше курме, утюг койнар. Не обожгись, утюг горячий. Третье предложение. Кулчатыр ал, буген яңгыр булачак. Возьми зонт, сегодня будет дождь. Сумка сүзе белән төзегән җөмләңне язып куй. Напиши свое предложение, которое составлено со словом сумка. У нас предложение было «Минем кызыл сумкам бар». И выписываем данное предложение в тетрадку. 13-ші күнегү. Беренче юлдагы сүзләрне икенче юлдагы сүзләр белән парлап укы. Җөмләләр төзеп яз. Прочитай попарно слова из первой строчки со словами со второй строчки. Составь предложение и напиши. Читаем слова из первой строчки. Этием мой папа, энием моя мама, опам моя сестра, обоем мой брат. И со второй строчки. Мектеп укый. Школа учится. Такого словосочетания не бывает. Получается, нужно здесь добавить окончание. Мектеп те. Получится учится в школе. Студент Йолда отдыхает, укыта обучает. Для того, чтобы составить предложение, берем первое слово с первой строчки и находим подходящее слово со второй строчки. Этием мектепте укый. Мой папа учится в школе. Похоже на правду? Нет, поэтому это словосочетание нам не подходит. Этием студент. Ближе, но еще не то. Этием йолда. Папа на отдыхе. Подходит, поэтому пишем первое предложение этием йолда. Второе предложение. Энием мектепте укый. Не подходит. Студент не подходит. Укыта обучает. Подходит. Пишем. Третье предложение. Опам мектепте укый. Моя сестра учится в школе. Хорошее предложение. Пишем четвертое предложение. Обоем студент. Мой брат студент. Җөмлә төзегәндә кайсы сүз үзгәрде? Когда составляли предложение, какое слово изменилось? Мы вспоминаем, что после слова мектеп мы добавляли окончание «те». Для чего? Для того, чтобы слово мектеп соединилось по смыслу со словом укый. Если объяснять это на русском примере, получается, мы соединили слово школа и учится. Учится школа, так не говорят, а говорят учится в школе. Мектепте укый. Җөмлә төзегәндә кайбер сүзләр үзгәрәләр. При составлении предложений некоторые слова меняются. И действительно мы видим в нашем примере слово мектеп изменилось для того, чтобы соединиться с другим словом по смыслу. 14-ші күнегү. Текстны укы, беренче җөмләне язып куй. Прочитай текст, запиши первые предложения. Казан Татарстанның баш каласы. Казань столица Татарстана. Ул бик борынгы шәһәр. Это очень древний город. Аңа 1000 ел. Ему 1000 лет. Казан зур шәһәр. Казань большой город. Анда 1 миллионнан артык кеше яши. Там живут более 1 миллиона людей. Какое предложение мы должны записать? Первое. Казан Татарстанның баш каласы. Выполняем задание. Казан турында тагын нәрсәләр беләсең? Что еще знаешь о Казани? Давайте ответим на этот вопрос. Будем составлять предложение. Думаю, 3 предложения будет достаточно. Первое предложение. Казан шәһәре Идел елгасы буенда урнашкан. Город Казань расположен
на берегу реки Волга. Второе предложение. Казанда Кремль бар. В Казани есть Кремль. И третье предложение. 2013 елда Казанда бүтін дүния универсиадасы болды. В 2013 году в Казани состоялась Всемирная универсиада. Выполнили первое задание. Второе. Шәһәр сүзендәге авазларны әйтеп чык. Назови звуки в слове шәһәр. Нужно вспомнить, что такое аваз. Аваз – это звук. А что это? Звук – это то, что слышим. А буква – это то, что видим, что написано. В слове шәһәр сколько букв? 5 букв. Ш, Х, Р. Как мы слышим это слово? Давайте произнесем. Шәһәр, шәһәр. Перечислим звуки. Ш, русское Х, Р. Получается, в этом слове тоже 5 звуков. Мы их перечислили. Җөмлә нәрсәләрдән төзелә? Из чего строится предложение? Җөмлә сүзләрдән төзелә. Предложение строится из слов. Сүзләр авазлардан ясала. Слова образуются из звуков. Мы с вами увидели, как из 5 звуков образовалось слово шәһәр, и с помощью нескольких слов образовалось предложение.